Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект мы вам покажем находится в средней общеобразовательной школе номер 1. И здесь мы проведем очень интересный мастер-класс. И в этом мне поможет преподаватель по технологии, а также изобразительному искусству. Знакомьтесь, это Клавдия Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня мы будем делать? Да, мы будем сегодня делать панно, декор для кухни. Да. Собственно, здесь понятно, мы вот видим на столе такой, знаете, из подручных средств будем делать, да? Макароны видим, баранки здесь у нас, фисташки, семечки, орешки, ну и, конечно, даже тут ягоды есть, сухофрукты, апельсины, даже лавровый лист пойдет сегодня в дело, да? То есть вот все, что есть в доме у каждой хозяйки, да? Хорошо, с чего мы начнем делать наше панно? Процесс изготовления панно это начинается вот с изготовления газетных трубочек. Так, так, берем бумагу, так, это из старых журналов, да, и вырезаем полоску. Вот этот мастер-класс будет полезен мамочкам, да? Мамочкам можно сесть с детьми, вот действительно. Были у вас тут старые учебники детские, да? Учебники, рабочие тетради. Все пригодится. Можно взять журналы старые, посмотрите. Тоже нарезали ленты, да? И они пошли в дело. Так, и, собственно, из этих бумажек мы должны сделать... Так, для этого это вырезаем полоски из газеты, мы уже вырезали, да? И скручиваем их в трубочки, да? Так, берем трубочку, так, деревянную палочку. И вот так делаем, да, По диагонали, так, да? По диагонали, Закрепили. И скручиваем. Туго, да, надо, чтобы? Туго, да. Да, чтобы это. Так, и в конце это приклеим. Намажем клеем и склеиваем. Так, и закрепляем, да? Да, и снимаем вот эту палочку. Вот такие палочки. Нам сколько нужно примерно? Так, ну, на одно панно, так, 30 штук примерно. Примерно, да? А, кстати говоря, мы какого размера-то палочки делали или не особо важно? Да. Это зависит от этого. Размера листа журнального, да? Примерно. И палочку вытаскиваем. У меня получилось. Одна есть. Это у нас будет основа, да? Основа, да. Итак, как-то вы вот так закрепляете и крутим. Но лучше, наверное, брать потоньше, да, бумагу? Из плотной бумаги не получится? Да, из плотной бумаги это сложно приклеить. И глянцевые тоже это лучше не брать. Глянцевая тоже неудобно, скользит, да, наверное, поэтому. Клавдия Ивановна, а вы такие мастер-классы, ну, уроки, да, на уроках проводите? Ребята делают такие панно, ребята да? делают на уроке вот, на подарок маме, да, с это, к Новому году, да, тоже делаем вот такие тематические панно. Да, очень красивое панно, и такое, знаете, можно и на кухне повесить, и на даче, да, и это такой символ гостеприимства, домашнего изобилия, да? Оберег. Оберег даже может быть. И рядом домового еще повесить, и все так в одной, сказать, теме, да? Итак, палочки мы крутим. Но это такой кропотливый процесс. И хорошо, что мы взяли журналы, да? У нас все такое разноцветные палочки. У вас голубая, у меня зеленая. Красить не надо, да? Да, красить не надо. Поэтому, ну, из газетных трубочек тоже можно делать, да? Но из старых журналов тоже делается и красиво видно будет. Конечно, в рамках нашего проекта мы бы эти 50 трубочек крутили в ближайший, наверное, час, полчаса. Но Клавдия Ивановна у нас подготовила заготовки для нас, да? Да. То есть примерную технику мы показали, как крутить эти палочки.
А вот здесь у нас их полная корзинка. Вот они, да? Так, Клавдия Ивановна, что Давай. мы дальше будем делать с этими трубочками? Так, может тогда палочки? Нет? Давайте. Берем термопистолет, примерно сюда положим. То есть без разницы, что они у нас Да. разной длины, да? Вот так. Зато красиво. Так, и это. И приклеим, да? Приклеиваем. Давайте вот сюда намажем. Наш, Да. всегда я говорю, да, мы вот Да. часто проводим мастер-классы, что какое же это прекрасное средство, как Да, это вот горячий как бы, клей, да? да. В наше время Это такого быстро- не да. было. Приходилось моментом пользоваться, это ждешь, пока он высохнет, да, потом там, значит, весь в этом клею. А сейчас вот, пожалуйста, отличная пистолет штука. взял Да. и, собственно, И сразу вот приклеивается все. приклеим, да. То есть мы делаем основу. Мгм. Клавдия Ивановна, сколько лет вы работаете? В этой школе я Учителем. 9-й. А вообще учителем сколько лет работаете? У меня это педстаж 35. 33, извиняюсь. 33 года. Ага. Общий стаж 38. То есть практически большую часть жизни вы Да. отдали детям, да? Да. Но раньше я работала педагогом доп. Образования в Катасском доме детского творчества. Я вела кружок «Берестяной мир». Ага. С берестой больше Да, работали, с берестой. да? Это сейчас мое хобби. Так. Я во время каникулы я занимаюсь берестой. То есть вы такой творческий человек, да? Ну да. Ну вот это панно тоже же надо было придумать, как его сделать-то. Ну, я люблю фантазировать, да, творить что-то, да. И шью. Так, ну, мне больше нравится вот делать из панно или поделки, да, из природных материалов. Ну, Да. то есть из подручных материалов. Мы вот заметили, да, что вы сегодня положили у нас ягоды, и все, я у нее Да. спросила, да, у Клавдии Ивановны, это вы покупаете? Она говорит, нет, это я все сама приношу. Да, То есть заготовки делаете по осени, по весне, да? да. Тут даже мох Ну, у нас летом, есть, да? летом, да. Ага. Ну, я люблю ходить на природу, да, поэтому я всегда с собой собираю, да. Так приятно природные проводить материалы. съемки в школе, да, потому что Да. здесь вот сейчас перемена, мы слышим, как дети бегают по коридору, да, такое возвращение в свое детство, в школьные годы. А сегодня дети любят, да, вот вообще творить, созидать, Да, охотно? щас, да, охотно. Ну, в основном девочки, да. Ага. Так, и по кулинарии вот мальчики тоже это. Интерес проявляют, да? Да, интерес проявляют, да. Так вот. Недавно вот сервис, ну, как это, якутский сервис, как называется там, технологический сервис, да, мы там были, и мальчики там, ну, весь класс мы Приняли посетили, участие, да? да, посетили там. Понравилось вот, им, да? понравилось вот мальчикам. Но сегодня хороший повар-то очень может хорошо зарабатывать, да? В общем, я вот клею. Пистолет быстро высыхает, клей быстро высыхает, да, поэтому Да. надо торопиться. Клавдия Ивановна, у вас вот большой педагогический стаж, да? А дети же меняются, да? Время идет, дети меняются. Да, меняется, да. Ага. Сейчас современный ребенок, он какой? Ну вот если сравнивать, допустим, еще там, допустим, с ребенком, который учился в 80-х годах или в 90-х. Если вот сравнивать их, то он более открытый или... Ну какие дети, что они сейчас продвинутые, там, я не знаю. Так, сейчас это современные дети продвинутые, да. Палец в рот не да, клади, да? Да, ага. Все они знают. Наша база уже готова, основу мы на основе приклеили, вот трубочки. Так, следующий этап мы рамочку делаем. Так, вот
это из таких трубочек, да. И так, ну сперва я положу вот так, ну примерно так. И приклею вот на тут. Намазу клеем, да. Так хорошо делать Да. из вот такой вот бумаги, потому что она такая пестрая, Да. что особо-то каких-то изъянов не видно. Ну, какого размера, одинаковые они, не одинаковые. Не видно, Да, потому что да. тут все в рисунках, разноцветие такое, что погрешности вообще не видны. Так, и параллельно тоже мы приклеиваем вот сюда. Только осторожно там. По технике безопасности мы это детям тоже рассказываем. Да. Ну, сейчас это молодежь продвинутая. Всё, они, да. Ага, они Больше нас знают. Да, ага, они знают все. И вот хорошо, что вот на продаже все есть, да? Да, сегодня Да, вообще ага. Раньше это таких возможностей не было, да? Так. И дети вот с удовольствием делают вот в наше такие, время только да. цветная бумага была, да. Там, может быть, клей. И то. Да. И то мы делали клей, по-моему, самостоятельно для папье-маше, это из бумаги, да. Ой, тьфу ты. И то мы делали клей самостоятельно из муки, да. А сейчас вон и пистолет, и все, все, что хочешь, есть. Было бы желание, главное, да, у ребенка Да. творить. Так, рамочка. Так. Говорят, все. Так вот, рамочка У вас готова. готова. Да. Угу. Сейчас Можно я и вас- так, можно и Сейчас я вас догоню. Приклеиваем вот так, да, сверху. да, сверху, да. Ага. А сверху одна у нас, Одну да, на и рамочке. вот снизу тоже. И снизу еще одну. Вот так вот. Это у нас только подготовка. Основа, да. Мгм. А сейчас будет полет фантазии, да? Да. Так, проверим, как выглядит моя рамочка. Не приклеилась. Все, приклеилась. Вуаля. Так, основа у нас готова. Да. А теперь Вот такая так, у меня вот. получилась, да? Нет, тоже вот так. У меня покороче, формат да. А4, да, у вас чуть поменьше. То есть, видите, ничего сложного. Пригодились все старые журналы и книги. Да. Хорошо, Так. дальше что делаем? Ага. Для это следующий этап мы делаем это приклеим сушеные вот природные материалы, да. Так, нам понадобится вот такой картон плотный, да. Ага, и вот мешковина. Так, чтобы красиво было видно, да, мы это бахрома делаем. Так, удаляем нитки. Это тоже можно найти у себя дома, да? Не обязательно же, да, мешковину. Можно и другой кусочек ткани, да, использовать? Да. Так, тик. Ну, любой материал, да. Но как-то вот по вкусу тоже можно выбрать, да? Да, но мешковина, она так как-то да. смотрится, да? Да, Такая в этой стилистике. да. Вот. Нравится это цвет Мгм. по декоре, да? Так, бахрома. Бахрома буквально вот пару минут и все готово, да? Да. Квадратик тоже произвольного размера, да? Ну, то есть Да, да. не обязательно там 10 на 10, да? На глаз. Мгм. На глаз делаем, да. У меня готово. Как будто. Мгм. Так, и приклеиваем вот сюда. Мгм. Так, берем чуть-чуть. На середине тоже намажем, да, чтобы они держали вот предметы. Ну, горячий пистолет это, конечно, находка Да. просто. Ну, так, и вот у нас такая основа. Так, а у меня Мгм. чуть-чуть бахромы вышло много, я чуть-чуть подрежу сейчас. Прелесть этого мастер-класса в том, да, что затраты финансовые минимальные, да, по сути-то. Да.
мы выбираем это дешевые материалы, да. Так, и вот, которые мы летом мы заготовили, да. Так. То есть мы экономим семейный бюджет. Да, правильно. И еще даем вторую жизнь старым вещам, да? Да. Так, хорошо. А теперь здесь, на этом фоне, да, мы ложим вот какую мы хотим, да? Все, что душе захочется, да? Давайте вот это. Так, вы взяли тыковку, да? Апельсины. Да, апельсины. А там в хаотичном, да, порядке надо раскладывать? Да, Или все равно можно, да. логика должна быть? Нет, это вот как хочешь, да. Апельсины тоже сами сушили? Да. Вот так, у меня тоже будет апельсин. Ну, на продаже тоже есть, но это мы сами сушили. Это. Будет апельсин, Так. лавровый лист, И вот сушеные вот яблоки, вот да, тут у вот вас? фрукты и ягоды есть. Так, можно и фисташки, можно там приклеить. Ой, а еще эта картина будет издавать запахи, потому что вот я лавровый лист сейчас приклеила, и такой аромат приятный пошел. Есть имитация вот красных перчиков, да? Да, это вот декоративные. Декоративные перчики. А, ну можно, в принципе, и настоящие перчики взять, да? Да. Вот настоящие перчики есть. Вот. А, вы тоже их подготовили? Да, вот. Мне нравятся вот готовые. Они поярче, да? Да, поярче. Так, и яблоки тоже, да? Так, и так, можно и... Тут и орешки, и палочки корицы. Но как же без баранок? Баранки нам тоже нужны. Для декора это очень хорошо идет, да? Так, и... Ну это точно выглядит примерно как вот обереги, да? Да. Такие в русской традиции, в доброй русской традиции. Так. Но надо работать очень осторожно. Так. Клей, конечно, горячий, да? Горячий, да. Вот у нас есть веточка рябины. Ой, так хочется все туда прилепить, но, наверное, это чисто мое такое желание, потому что минимализм никто не отменял, а я прям все хочу туда. И ягоды, и фрукты. Все на свете, да. Печеньки. Так, еще. Зато это будет подарок, сделанный собственными руками, да? Да. Очень красиво. И еще же с душой, если сделанный, то вообще точно принесет удачу. Дома вот целое панно есть. Ваша личная, да? Наверное, у вас у всех друзей подарки, сделанные собственными руками от вас, да? Ну да, мы это на подарок дочкой тоже делаем, да, всегда. То есть у вас нет проблем, да, с идеями на подарок? Просто надо сделать своими руками что-то, да? Из подручных материалов, да, если есть материалы, да. Почему бы нет, да? Ну. Берем. В моей картине логика отсутствует. Просто я художник, я так и вижу. Решила, что яблоко должно быть на апельсине, крендель должен быть тоже там, где я пожелаю. Как-то у вас это все с какой-то логикой и с гармонией, а у меня просто потому, что так должно быть. А почему бы и нет? Ну, красиво же. Красиво. И я все не могу остановиться, увидела еще одну макарошку, думаю, ей тоже место тут должно быть. Место есть, если место есть, да, конечно. И про минимализм забыли совсем, да? Но сейчас действительно, вот мы даже смотрим здесь, да, конечно, тут половина вашей заготовки, да, вот сухарики, крендель, а по факту-то сейчас и в магазине все можно купить, да? Да, можно. Все эти в магазине есть, да. Конечно. И вот тоже из Ваш своего цветок. огорода, да, тоже, да. Засушили цветочек, да? Это гелихоризум, сушеные цветы, да.
Ну какая красота. Так, вот примерно у меня получилось такое. Так, я сейчас вас Так, и догоню. приклею на основе и добавляем тоже по краям. Наша картина еще будет иметь 3D-эффект, да? Да. Потому что все Это эти 3D. элементы. Наклеились сюда. И по вашему усмотрению, да, можно добавить по краям. Так, давайте я цвет выберу. Цветок мне? Да, Так, вот это хорошо. там есть. Идея моего панно очень проста. В доме должно быть все. Главное, чтобы ваш дом был полон гармонии. Здесь у вас должны быть и заготовочки, и фрукты, и овощи, и вот такое яркое солнце в виде цветка. Немножко перчика добавили. Ну, в общем, вот такое панно у меня получилось. Так, Все, не могу оторваться от лаврушки. Еще хочу лаврушки. ну, моим гостям дома тоже я. Это, Подарили, да, да, такие? ага, ну, это мастер-класс дала гостям, да. Ага. То есть к вам в гости Да, приходят да, не просто да, сидеть, не просто, чай да, пить, ага. а еще сразу творят. Ну, потому что вы Да. преподаватель, конечно. От вас И не они тоже скроешься. вот такую хотят, поэтому вот сразу тоже берем материал. Ну, с собой Кто что дома принесет, есть, да? то, что есть, да, вот. И делаем тоже. Ну, знаете, очень увлекательный процесс, потому что не остановить меня уже все. Такое ощущение, что вот этот процесс самый приятный такой в этом деле, потому что тут есть все, да, и хочется, чтобы твоя картина, в твоей картине было все. И, собственно, вот этим я сейчас и занимаюсь. Вот так. Я вообще просто поражена своей работой. Мне кажется, это произведение искусства. Вот так вот. А кто скажет, что слишком много всего, то держите свое мнение при себе, да, потому что по мне так тут все. Так, у Клавдии Ивановны тоже там процесс в самом разгаре. Можно было еще и тыкву туда приклеить. Ну, Да. собственно, достаточно. А, вы Всё. уже приклеили, да? Так, на основе тоже приклеим. А надо вот да. как квадратиком или вот так ромбиком Вот сзади приклеить? ромбиком. Ромбиком по центру, да? Ромбиком, да, это красиво будет. Это видно будет. Так, я В середине- приклею. В середине тоже. Так, приклеиваю свою главную часть. По-моему, верх будет вот тут. И по центру приклеиваю быстренько, пока все не засохло. Опачки. Так, товарищи, у меня есть центральная часть. Так, и вот по краям тоже можете что-то Добавить, украсить, да? Ну, собственно, вот тыква, которую я хотела, Да. но она у меня не поместилась на центральную часть. Просто сама диктует свои условия. Она будет с краюшку. Вот можно это, да. Сухарек. Так. 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 Ой, ну прям меня не остановить, как будто бы уже. Все примерно у меня так. Мгм. Так, у меня тут отклеилось. Разошлась тут у меня клей, тут уже в разные стороны. Так тороплюсь, потому что хочется еще успеть. Но если, конечно, сидеть, это все делать с чувством, с толком, с расстановкой. Так. Сухоцветы, да, хотите добавить? Сейчас добавим. Красок не И хватает, вот да? такие. А, Да, шишек не шишки, было. Да. Шишки и так вот. Маленькие, средние можно выбрать, да? Так, и вот Корицу палочку. корицу вот на веревочке, да? Давайте. Если хотите вот добавить ягоды, тоже можно. Так, корицу вот можно закручивать веревку, да? Так. Очень красиво видно, да? Так. Шишка раз.
корица, да, очень красиво смотрится, да? Да. По краям хочется какие-то покрупнее, да, объекты? Да. Весь подровняем тоже. Да. Мгм. И третью тоже. Так, грецкий Вот орех третий, пошел. да. Вот третью вот Ага. шишку тоже. Сейчас мы грецкий орех приклеим. Опля. Палочку корицы приклеим. Так. Видите, талантливый человек на детали обращает внимание. Я бы приклеила корицу просто так. А вот Клавдия Ивановна заметила, что нужно сначала бечевкой ее обмотать, дабы было красивее, да? Да. Так. Так, и в тот И вот на конец, да? верхний угол где-то можно вот так. Сейчас приклеим. Так. Желть есть? Ой, я туда просто слью клей. Ну, на панно тоже вот весь это, правильно, чтобы красиво было видно, да? Так, это весь тоже подровнять. Ага. Так, тут немножечко Нет, не это приклеилось. Нет, это вот лучше вот так, чтобы вот снизу. Итак, наши панно для кухни готовы, да? Да. Обратите внимание, у Клавдии Ивановны свое панно, она видит его так. У меня совершенно другое, а это значит что? Что подобный подарок будет эксклюзивным, потому что повторить никто не сможет. Да и, собственно, даже я не смогу повторить свою работу, правильно, да, Клавдия Ивановна? Клавдия Ивановна, спасибо большое за прекрасный мастер-класс. Я даже завидую немного вашим ученикам, потому что если есть такая креативная, а самое главное, такая вот добрая учительница, мне кажется, с такими подарками может уйти любой, да, ваш ученик, было бы желание. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, творите, созидайте. Обратите внимание, что зачастую для того, чтобы сделать подарок своими руками, не нужно посещать какие-то магазины, закупать много материала. Это есть все у вас дома. Где-то веточка, где-то палочка, где-то семечко. Соберете и сделайте картину вот такую панно своими руками. Мы увидимся скоро. До новых встреч!